Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшакушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны. Бадра Гунба обратился к жителям Абхазии в День памяти жертв махаджирства. На всех 4 участках набережной Сухума полным ходом идут работы по реконструкции. Ход работ проинспектировал президент Бадра Гунба. Глава Минсельхоза Беслан Перцхеля посетил с инспекцией Гудаутские и Гагарские районы. В центре внимания – готовность к весенним полевым работам. 21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны, когда десятки тысяч абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны. Многие переселенцы погибли на кораблях, другие не вынесли жизни на чужбине. В этот день по традиции в Сухуме возлагают цветы к памятнику махаджирам на набережной махаджиров. Организуют шествие молодежи с историческими флагами Абхазии и гербами разных абхазских фамилий. На набережной разжигают ритуальный нардский костер и зажигают поминальную свечу, а щамаха опускают на море венки. Память о махаджирах остается неотъемлемой частью исторического сознания народа Абхазии. Она живет в нашей культуре, традициях, языке и передается из поколения в поколение как напоминание о цене утрат и важности сохранения национального единства. В памятных мероприятиях, посвященных жертвам Кавказской войны, приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, общественность, студенты и школьники. Бадра Гунба обратился к жителям Абхазии в День памяти жертв Кавказской войны. Президент отметил, что эта дата – дань памяти людям, которые были насильственно переселены со своей родины в самые трагичные годы отечественной истории. Обращаясь к абхазской диаспоре, проживающей во многих странах мира, президент сказал, что где бы они ни находились, их родина – Абхазия. Ее нужно сообща оберегать и развивать. Независимое абхазское государство – это крепость, которая дает возможность защищать и сохранять народ, язык и духовную культуру, подчеркнул президент. В Национальной картинной галерее открылась выставка «Потерявший родину потеряет все». В экспозиции представлены работы народного художника Абхазии Батала Джапуа, созданные по мотивам романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Среди них серия «Аубла», портреты старцев и другие произведения. Экспозицию посетили президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц провел встречу с послом Венесуэлы в России. Дипломаты подтвердили приверженность курсу, который способствует дальнейшему развитию отношений между странами. В рамках своего визита министр также принял участие в международной конференции «Россия и мир. Диалоги-2026. Новая реальность». В ходе дискуссии министр подчеркнул, что активная деятельность на внешнем треке – это маркер независимости государства. В эксклюзивном комментарии для ГТРК Олег Барциц напомнил, что деятельность министерства доказывает, что невозможно игнорировать стремление Абхазии быть частью многополярного мира. Невозможно полностью изолировать ни одну страну. В наш век высоких технологий, развития коммуникаций, информационных каналов общения, очень сложно изолировать ту или иную страну, даже небольшую. Абхазия – это небольшая страна, но это сильная страна, страна, которая контролирует полностью свою территорию, которая методично, шаг за шагом укрепляет свои государственные институты, которая опирается на единство по ключевым вопросам в гражданском обществе и проводит очень активную
наступательную, я бы даже сказал, информационную политику. Мы контактируем с множеством стран, как я уже сказал, не только с теми, с кем у нас дипотношения. Это и страны Ближнего Востока, это и традиционно знакомые и дружественные нам регион Латинской Америки, где у нас есть союзники, причем союзники убежденные, проверенные делом и временем. В сентябре прошлого года президент Республики Абхазия Бадра Гумба дал конкретные поручения Министерству иностранных дел для того, чтобы интенсифицировать и расширить наши контакты с регионами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африканского континента и Ближнего Востока. Сегодня Министерство иностранных дел проводит эту работу. По понятным причинам я не буду говорить о конкретных странах, но направления, которые я обозначил, это те регионы, те сферы, где существует благоприятная среда для установления таких контактов, и в конечном итоге это может привести и к признанию государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны третьих стран. Мы активно сегодня работаем на африканском континенте. У нас сейчас, что называется, на столе план действий по работе с 6 странами континента. Мы планомерно наращиваем усилия в этом направлении, совершенствуем компетенции для того, чтобы ориентироваться в тех процессах, непростых, разумеется, которые происходят на континенте. Есть ряд стран, которые уже в контакте с нами. Накануне президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпинь подписали совместную декларацию о становлении многополярного и справедливого мира. В частности, одним из основных пунктов являлось положение о том, что все страны вправе выбирать зарубежных партнеров и моделей взаимодействия с ними, а гегемония в мире недопустима. Олег Барцец в эксклюзивном комментарии для ГТРК заявил, что подобный принцип укладывается в парадигму международных отношений республики со своими соседями. Министр также предупредил, что Абхазия – это неотъемлемая часть евразийского пространства, и недоброжелателям стоит, наконец, принять эту данность. Необходимо учитывать объективную данность. Существуют 2 независимые страны, 2 соседних с Грузией государства, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия, существование которых не замечать, игнорировать контрпродуктивно. Это именно та позиция, которую мы занимаем в том числе и на Женевских международных переговорах по безопасности и стабильности в Закавказье. Наши позиции аргументированы и просты. Существует 2 государства, существует государственная граница между ними. Эти 2 государства реализуют свой государственный и национальный проект. Опять же скажу, не замечать этого было бы абсолютно наивным и контрпродуктивным. Мы подчеркиваем прежде всего необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о невозобновлении применения военной силы в регионе со стороны Грузии и постоянно подтверждаем свою приверженность дипломатическим, мирным путям решения существующего вопроса. Разумеется, с учетом того, что игнорировать суверенитет и существование абхазского государства, это, как я уже сказал, абсолютно непродуктивно. Поэтому и важно для нас участие в этом женевском формате. Иногда мы слышим расхожие мнения о том, что это очень длинный формат, это игра в долгую, необходимо выйти из этого формата и так далее. Я категорически не согласен с такими утверждениями по одной простой причине. В этом случае, в случае выхода из формата женевских дискуссий, наши проблемы, ситуацию в регионе будут обсуждать, но только без нас. Интерес к Абхазии велик. К ее геостратегическому положению, к ее
транзитным возможностям, к ее логистическому транспортному потенциалу. На самом деле объективные наблюдатели, разумеется, отдают себе отчет в том, что нравится это нашим оппонентам или нет. Абхазия – это неотъемлемая часть вот этого евразийского и постсоветского пространства. Нет никаких сомнений в том, что она со временем займет свое достойное место в общей структуре экономической, логистической, транспортной, и это сегодня уже вызывает интерес. Иран определил зону своего контроля в Ормузском проливе. Соответствующую карту опубликовало в соцсетях Управление по делам пролива Персидского залива. Согласно заявлению, регулирующая юрисдикция охватывает участок между линией, соединяющей гору Мубарак в Иране, и юг Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах у восточного входа в пролив, и линией между оконечностью острова Кешем в Иране и Эль-Кувейном в Объединенных Арабских Эмиратах у западного входа. В сообщении отмечается, что проход через эту морскую зону для транзита через Ормузский пролив требует координации и получения разрешения. Подробности о новой морской навигации ключевой транспортной артерии региона в эксклюзивном материале корреспондента RT. Мы только что прибыли на побережье Персидского залива и теперь готовимся сесть на лодку, чтобы отправиться вдоль иранского побережья Персидского залива. Мы будем идти по одному из самых стратегически важных и тщательно контролируемых энергетических узлов мира. Иранские власти позволили нам увидеть это собственными глазами, так как морское движение здесь возобновлено после месяцев обострения и напряженности. Это новые меры безопасности, введенные после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Через Ормузский пролив транспортируется значительная часть мирового экспорта нефти и газа, что делает развитие в этой области критически важным не только для региона, но и для глобальных энергетических рынков. Мы прибыли к самому проливу. Масштаб морского затора здесь сразу же ощущается. За моей спиной сотни нефтяных танкеров, грузовых судов и кораблей, которые проходят по этому стратегически важному водному пути. Многие ждут разрешения от ВМС корпуса стражей исламской революции, прежде чем им разрешат продолжить свой путь. Иран заявляет, что он строго контролирует пролив. Тегеран утверждает, что водный путь теперь напрямую связан с национальными интересами страны, а также безопасностью и региональной стабильностью. Ожидается, что власти будут контролировать разрешение на транзит судов, координировать их движение, вести переговоры с судоходными компаниями и управлять транзитными сборами через стратегический коридор. Для этого будет создан отдельный орган. Иранские официальные лица настаивают, что их позиция полностью соответствует международному морскому праву. Самое узкое место в Ормузском проливе составляет ширину всего около 21 морской мили. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежные воды могут претендовать на 12 морских миль в качестве территориальных вод, что означает, весь пролив попадает в территориальные воды Ирана и Омана, не оставляя ни одной зоны, классифицируемой как открытые международные воды. Тегеран утверждает, что хотя коммерческие суда сохраняют право на транзитный проход, сам водный путь остается под юрисдикцией Ирана и Омана, что дает обеим странам решающую роль в вопросах безопасности и навигации по одному из самых важных коридоров мира. Нарушение морских линий и маршрутов через Ормузский пролив уже вызвало шок на мировых энергетических рынках, что привело к резкому скачку цены на нефть на фоне растущих опасений по поводу безопасности одного из самых важных энергетических узлов в мире. На всех 4 участках набережной Сухума полным ходом идут работы по реконструкции. Специалисты трудятся в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее завершить работы. Ход работ проинспектировал президент Бадр Гунба. Президент Абхазии Бадр Гунба проинспектировал ход масштабной реконструкции набережной столицы. В инспекции приняли участие вице-президент Беслан Биглава, возглавляющий рабочую комиссию по реконструкции, руководитель администрации президента Беслан Эшба и глава администрации Сухума Тимур Агрба.
Они побывали на каждом из 4 участков. Тимур Агарба доложил о стадии ремонтных работ на каждом из них. Активные ремонтно-строительные работы ведутся на всех участках. Завершено устройство бетонного покрытия под укладку брусчатки. А там, где после демонтажа облицовочного камня подпорной стенки выявлено, что капремонта требует подпорная и отбойная стена, увеличен объем дополнительных работ с внесением изменений в проектную документацию. Кроме того, занялись обновлением ливневых коллекторов и инженерной инфраструктуры. По ходу работ вскрываются болевые точки, которые были не видны, но без решения которых не представляется возможной поэтапная реконструкция. Поэтому в приоритете строителей качество проводимых работ. И затратив немного больше времени, жителям Абхазии представят набережную, которая послужит долгие десятилетия будущим поколениям. Вместе с тем, благодаря тому, что были ускорены работы на участке, где расположен памятник неизвестному солдату, проведены ежегодные традиционные мероприятия возложения венков в память о героях Великой Отечественной войны и акция «Огонь памяти». За финансирование и организацию работ здесь отвечает Международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба. И к 9 мая реставрация самого монумента была завершена, также благоустроили близлежащую территорию. Несмотря на то, что погода вносит коррективы в работу строителей, каждый недождливый солнечный день и в выходные, и в праздничные дни недели рабочие и техника на месте. С утра до поздней ночи в 2 смены бригады, засучив рукава, выполняют огромный объем трудоемкой работы. Мы сегодня провели инспекцию реконструкции набережной. Как вам известно, набережная поделена на несколько частей. За каждую отдельную часть набережной отвечают отдельные, в том числе и регионы-побратимы, и организации, в том числе это и международный аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Арзенба. И в этой части это абхазские предприниматели. Работы в основном продвигаются в рамках утвержденного плана графика, то есть некоторые отставания, в некоторых из них это по части, где нам помогают с реконструкцией башкирская сторона, учитывая вскрывшиеся определенные обстоятельства, есть сложности технического характера, а также в исторической части набережной Диаскуров с учетом найденных погребений. Сейчас продлеваются эти работы, очень активно ведутся, и очень надеюсь, что нашим горожанам и гостям нашей столицы понравятся те изменения, которые, безусловно, отразятся на внешнем облике нашей столицы. С инспекцией руководители побывали и на исторической части набережной. Несмотря на то, что проведение археологических раскопок существенно сдвинуло сроки реконструкции на этом участке, сохранение исторического наследия остается приоритетом. Об этом еще раз заявил президент во время инспекции, общаясь с археологами, ведущими раскопки. Бадра Гунба подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку в их благом деле по обнаружению уникальных артефактов. По просьбе ученых и историков до завершения реконструкции исторической части набережной решили сделать временный променад через территорию Сухумской крепости, чтобы дать археологам возможность работать и летом. Глава Сухума Тимур Агарба доложил президенту, что прокладка обходной дорожки через Сухумскую крепость уже завершается, и это надежная железная конструкция, которая будет использоваться людьми для прохождения, а также даст всем желающим возможность наблюдать с нее за работой археологов. Масштабный проект реконструкции набережной стартовал в прошлом году в результате договоренности президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. За реализацию проекта отвечают Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба и абхазские предприниматели. Каждый из них ответственен за определенный участок набережной. Проекту закона о поправке к Конституции Республики Абхазия об увеличении возрастного ценза депутата Народного собрания парламента Абхазии и президента Республики Абхазия посвящалось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике, которое прошло в парламенте. В дискуссии участвовали спикер Лаша Ашуба, депутаты, полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, представители ЦИК, политических партий и общественных организаций. Репортаж на Алыч Хинджерия.
Главный вопрос повестки дня – обсудить принятый в первом чтении законопроект об изменении возрастного ценза для кандидатов в президенты и депутаты Народного собрания. И после того, как в первом чтении мы приняли, было много мнений, много дискуссий относительно того, готовить ли иные поправки к данному проекту. Много мнений прозвучало. Речь шла, если вы помните, в проекте идет на данный момент в проекте о том, что президентом Республики Абхазия может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 45 лет и обладающий избирательным правом. То есть та пока еще действующая норма, она предлагается к изменению для того, чтобы верхнюю часть, предельный срок для исполнения обязанностей президента, чтобы эту верхнюю часть, соответственно, убрать. Для внесения некоторых пунктов в закон о выборах в президенты Республики Абхазия депутатами подготовлены 3 поправки. Спикер парламента Лаша Ашуба предлагает сдвинуть возрастной ценз на 5 лет, то есть установить нижний порог в 40 лет, а верхний в 70. Мы здесь обсуждали до этого в рамках наших дискуссий в комитете и с депутатами, сказали, можно нарастить по 5 лет. Что касается верхнего ценза, я все-таки считаю, что законодатель и основатели, отцы-основатели нашего государства закладывали логику следующую, что президентом Абхазии должен быть человек, во-первых, физически здоровый, активный. Так или иначе, на президенте, при всем уважении к нашим старшим, большая нагрузка. Поэтому президент – это человек, который ежедневно должен принимать огромное количество решений, должен быть мобильным, должен передвигаться по стране, должен ездить за рубеж, в частности, там и в Российскую Федерацию, постоянно на ногах, постоянно в делах. Это очень большая физическая и эмоциональная нагрузка. Поэтому я думаю, что оправдано, что мы там сдвинем ценз, условно говоря, до 70. Если кто-то изберется в 70 лет, то там до 75 лет сможет работать. Что касается там 35 лет, я не знаю, что закладывал законодатель. Наверное, это рано для того, чтобы быть президентом целой страны и принимать самые ответственные и судьбоносные решения для страны. Что касается депутатов Народного собрания, то рекомендовано поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет без верхнего порога. Внести такую поправку предложил депутат Дауд Худаба. Таким образом, возрастной ценз будет поднят не до 33 лет, как было принято в первом чтении, а до 30. Соответственно, теперь у нас остается голосование по всему проекту в целом. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы рекомендовать принятию во втором чтении данный законопроект? Этот вопрос окончательное решение, это окончательным тоже трудно его назвать, это будет лишь второе чтение, будет приниматься на сессии. Вот эти все цензы, мы только что говорили о верхнем президентском сроке, конечно, самый главный цензор наш народ. Не имеет значения, какой возраст и так далее. Если народ считает этого человека достойным представлять его интересы в парламенте, значит, он достоин этого, я считаю. Но, конечно, вот если посмотреть, допустим, вообще критерии выборов, как выбирали депутатов, всегда мы говорим золотой созыв парламента, и тогда, наверное, люди более ответственно подходили. Сейчас я не хочу винить кого-то в этом, но тогда люди по-другому подходили, ответственно подходили к выбору, потому что так или иначе стояла угроза войны и угроза того, что мы могли потерять свое государство. И в то время, конечно, выбирали люди, исходя из всех этих критериев, тех людей, которые смогли бы полноценно на всех уровнях, на всех площадках защищать интересы абхазского народа. К сожалению, после этого времени эти критерии немного поменялись. К сожалению, получилось так, что не подготовили мы поколение, которое сегодня должно управлять Абхазией, его нету. Рассмотрели сегодня на комитете, оформлена инициатива спикера. Здесь мы поддерживаем такую поправку. Что касается возрастного ценза кандидатов в депутаты, то уже к этому вопросу неоднократно возвращались в парламент еще и в предыдущем созыве. Наша позиция, что вот эти предложения, которые основываются, чтобы увеличить возрастной ценз, они исходят из того, чтобы дополнительные цензы, образовательный ценз стажа,
Но наше предложение, то есть официальная позиция, которую президент по этой поправке, чтобы не увеличивать до 30 лет. Не увеличивать до 30 лет. На комитетское заседание были приглашены представители Центральной избирательной комиссии и политических партий. Они также высказали свое мнение по этому вопросу. Нам предстоят провести парламентские выборы. Вот. Мы проводим парламентские, как вы знаете, президентские референдумы. Вот. Мы не хотим с этим сталкиваться, чтобы потом были проблемы. Я думаю, здесь все самодостаточные депутаты и в будущем кандидаты в депутаты, которые своими силами смогут до объявления дня голосования проконсультироваться, узнать мировую практику у тех же иностранных специалистов. Но с момента назначения выборов до проведения выборов, чтобы вы и мы все вместе провели здесь в той обстановке, которая мы будем знать, кто эти люди, а для этого нам достаточно того, чтобы быть гражданином страны. Мы здесь все друг друга знаем, а если не знаем, то можно будет это установить. Вот. Поэтому данное предложение, я еще раз подчеркиваю, что это практика мировая, и мы ее поддерживаем. Мнение Амцахара я здесь не уполномочен высказывать, но в целом логика действий поправок парламента, она понятна, потому что в частных беседах с коллегами по партии мы это обсуждали, и в принципе в целом мы поддерживаем такой ценз для кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Здесь можно, конечно, искать подоплеку. Там молодежи кто-то дорогу не дает, там конкуренция возможна, не конкуренция. Но, ребята, на мой взгляд, исходить надо не из этих соображений, а исходить надо из прямых соображений о том, что ждет от нас народ, что ждут от вас, депутатов, люди. Это качество жизни, условия жизни, законы продуманные. Здесь ошибки должны быть минимальными. Исходя из этого, я поддерживал бы мнение, что в парламенте все-таки по возрасту, 30 лет, наверное, это такой оптимальный минимум, который можно принять. Были рассмотрены и другие пункты закона о выборах. К примеру, согласно поправкам, кандидат в депутаты в течение последних 5 лет до дня регистрации не должен покидать страну более чем на 2 месяца в году. Важным нововведением проекта также является обязательное подтверждение владения абхазским и русским языками. Законопроект вводит жесткие финансовые рамки для участников предвыборной гонки. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты не должна превышать 30 тысяч установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда. Нала Чхиндерия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Круглый стол «Связь поколений» от Великой Отечественной войны к современному подвигу прошел в Музее боевой славы имени Ардзенба. В работе приняли участие глава администрации президента Беслан Эшба, министр культуры Даур Кове, ученые, ветераны, командир дикой дивизии Ахра Авицба, а также исполняющие обязанности первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова. В рамках круглого стола состоялась презентация проекта создания интерактивного пространства в Музее боевой славы. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Директор Государственного музея боевой славы имени Ардзенба Мзия Бия приветствовала всех участников и рассказала о том, что с предложением внедрить нововведение к руководству музея обратился Беслан Эшба. Директор подчеркнула, что ранее на совещаниях часто обсуждался этот вопрос. Сотрудники были вдохновлены опытом музеев в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове. И всегда присутствовало желание применить современные технологии в своем музее. 30 сентября минувшего года, в день нашей победы, в наш музей посетил Сергей Владимирович Кириенко вместе с членами нашего правительства во главе с президентом нашей республики Бадрой Гунба. И тут же была озвучена эта просьба и
желание наше о том, что мы хотели бы эти нововведения внести в наш музей. Сергей Владимирович, недолго думая, тут же отдал распоряжение мэру Нижнего Новгорода Шалабаеву Юрию Владимировичу приступить к разработке проекта. И вот наши дорогие друзья принялись за эту нелегкую работу, и мы почти подходим к финишной черте. Идея модернизировать музей появилась у Беслана Эшба, когда он был главой Сухума. Посетив музей СВО в Нижнем Новгороде, он захотел создать подобный проект в Абхазии. Беслан Эшба проинформировал участников, что под его руководством создана специальная государственная комиссия для организации, поддержки и оперативного принятия решений. Эта комиссия не является, неким органом, который принимает решения. Эта комиссия создана для того, чтобы обеспечивать всяческое содействие работе всех тех представленных экспертов, заслуженных лиц и так далее. И поэтому мы готовы взаимодействовать, готовы оперативно решать вопросы, которые могут стоять на пути. У нас с вами есть сроки. 30 сентября мы дали слово, дали слово, что 30 сентября данный объект будет уже запущен. Мероприятие имеет большое значение для республики, подчеркнул министр культуры Даурковы. Музей боевой славы представляет собой не просто выставочное пространство, а центр сохранения исторической памяти. В музее бережно хранятся свидетельства борьбы народа Абхазии, а также отдается дань уважения братьям-добровольцам и всем, кто защищал свободу и независимость республики. Мы видим, как меняется мир, как меняются форматы восприятия информации. И чтобы остаться интересными для молодого поколения, чтобы эффективно вести работу по патриотическому воспитанию, мы должны говорить с молодежью на современном языке, используя передовые архитектурно-художественные и цифровые технологии. Нижний Новгород и Сухум – города-побратимы с 2011 года. И наши связи продолжают крепнуть, подчеркнула исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова. Она отметила, что в 2025 году реализовано 67 совместных мероприятий и запущен прямой авиарейс между Нижним Новгородом и Сухумом. Этим рейсом воспользовались более 3300 пассажиров. С 30 мая 2026 года рейсы возобновятся. Сейчас мы приступили к новому проекту, очень важному проекту «Путь героя», в рамках которого планируется создание интерактивного пространства «Музей боевой славы» Владислава Григорьевича Ардзенба в городе-побратиме Сухум. Героическое прошлое и настоящее надежно соединяет наши страны и народы. И мы, как город-побратим Сухум, рады участвовать в создании современной музейной экспозиции, отражающей славный боевой путь патриотов Абхазии и России. Материалы для интерактивного пространства Музея боевой славы будет предоставлять абхазская сторона, отметила председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода Светлана Помпаева. Наша задача – правильно это преподнести, оформить и, самое главное, то, что оно будет содержать всю имеющуюся информацию. И эти материалы можно будет изменять, отметила она. Елена Помпаева провела для участников презентацию. Сейчас пока первое представление. Мы сегодня это будем обсуждать, акцентирую на этом внимание, потому что пока то, что мы собрали, мы представили вот таким образом. Первый зал будет предоставлен героям Великой Отечественной войны, и очень много экспонатов в музее уже сегодня хранится. Мы, конечно же, их оставляем, но при этом добавляем интерактивную часть. Участникам рассказали об архитектурно-художественной реализации проекта и о техническо-информационном наполнении экспозиции. В музее планируется открыть интерактивные залы, посвященные Великой Отечественной войне народа Абхазии, Владиславу Ардзенбу и специальной военной операции. В целом концепция, направление мне безумно нравится. Нравится то, что можно развивать эту идею, можно дополнять, не умаляя. Нет, первое, знаете, когда мне посчастливилось попасть в подразделение интернациональной бригады, командир сказал такую вещь: каждый новый боец считает, что до него война была не так, а вот сейчас самая страшная. На самом деле война всегда страшная. И те войны, которые пережили наши предки,
Они дали нам возможность быть здесь и сейчас, сегодня с вами, общаться и творить, созидать. Вот все эти наши усилия наших старших товарищей, усилия наших ветеранов обобщить и сделать нечто, что привлечет молодых людей. Это основная задача, мне кажется. А так мы можем построить 200 музеев, куда никто не будет ходить. Более 2 часов длилась встреча. Участники высказывали свое мнение и делились видением того, как можно улучшить проект и сделать экспозицию еще более информативной и привлекательной для посетителей. Шазина Ханагу, Алексей Кухава, Абхазское телевидение. Железная дорога Абхазии готова к приему электропоезда «Диаскурия». Теперь ее маршрут продлен до станции Гума в Сухуми. Как сообщил главный инженер АЖД, дважды был запущен состав, который провел диагностику состояния путей и оценил его как хорошее. Были также обследованы мосты, туннели, волноотбойные, подпорные и нагорные стены на участке Псоу-Сухум. Все пути приведены в соответствии с нормативными требованиями для обеспечения безопасности движения поездов. Кроме того, 5 ЖД-переездов переведены на охраняемый режим. Тестовый рейс электропоезда «Диаскурия» до станции Гума может состояться уже в конце мая. По выводу, скажем, от вагона путеизмерителя состояние пути от Псоу до Сухума оценивается, оценкой «хорошо». Это очень даже хорошая оценка, хорошее состояние пути. То есть вот мы находимся на станции Гума. Своими силами Абхазская железная дорога провела на основании имеющейся договоренности с российскими железными дорогами о том, что мы подготовим инфраструктуру до остановочного пункта Гума, и после окончания работ, что будет продлен маршрут курсирования электропоезда. Мы свою часть работы сделали, работы необходимые проведены. На сегодняшний день к приему электропоезда до остановочного пункта Гума все работы сделаны, мы готовы. Ожидаем, что в скором времени тестовый проход будет сделан, и в дальнейшем будет приходить как остановочная станция, остановка с Гума на данный момент. В приоритете АЖД комфорт и доступность. Например, стоимость проезда на поезде «Диаскурия» начинается от 360 рублей, что делает его фаворитом бюджетных поездок. Расписание электропоезда четко состыковано с другими рейсами дальнего следования. Помимо транспортных новшеств, изменения коснулись и эстетики. В республике продолжается реставрация железнодорожных станций в разных районах страны. Большое внимание уделяется и безопасности на путях. За последние 3 года что было сделано? Как я говорил ранее, станция Абаата, она полностью восстановлена. Ведутся работы на станции Гагрипш. Сухумский вокзал, заменена кровля, брусчатка, озеленение. Станция Абаата. Позади меня станция Псырцха. Эта станция долгие годы находилась, если можно так сказать, в руинах. И было расхожее мнение, может ли государство отдавать станции частникам, и что из этого получится. И, скорее всего, таким волевым решением Читанава, руководителя железной дороги, хотя многие были и против, и за, мы пошли на этот проект, и вот как видим, результат получился хороший. Железная дорога обеспечивает безопасность людей посредством линейной милиции. У нас есть военизированная охрана, которая находится и на данной станции тоже. Вот в таком режиме они патрулируют территорию, смотрят. Бывали случаи, конечно, когда кто-то может по незнанию зайти в портал. Они немедленно на это реагируют, пишут соответствующие бумаги, и просят людей просто выйти оттуда. Сотрудники ГАИ Абхазии не должны останавливать машины с российскими госномерными знаками во время летнего сезона, за исключением случаев нарушения ПДД. Такую задачу поставил министр внутренних дел Роберт Киут. Об этом на совещании, посвященном курортному сезону, сказал начальник УГАИ Республики Дамей Авицба. Участники совещания также обсудили вопросы координации работы всех ведомств для повышения уровня безопасности на дорогах в летний период. Глава Минсельхоза Беслан Пирсхеля посетил с инспекцией Гудаутский и Гагарский районы. В центре внимания готовность к весенним полевым работам, которые в этом году начались со значительным опозданием. Репортаж Миланы Агарба.
Готовность машинно-технологических станций к весенне-полевым работам. В центре внимания инспекционные поездки. Глава Министерства сельского хозяйства Бисван Перцхелия посетил Гудаутские и Гагарские районы, где провел встречи с руководителями районов. Диалог был направлен на поиски эффективных решений для повышения продуктивности и устойчивости сельских регионов. В Гагарском районе существует программа по сельскому хозяйству, которая действует много лет и предоставляет помощь в виде грантов сельчанам. Министр сельского хозяйства Бисван Перцхелия отметил, что здесь у крестьян есть возможность заниматься сельским хозяйством, зная, что район их поддержит. Земляные работы потихонечку отодвигаются дальше и дальше. Это, конечно же, неприятный фактор. Но что мы с этим можем поделать? Но на сегодняшний день мы приехали, чтобы посмотреть готовность нашего РУПа МТС оказать поддержку крестьянам. Убедились, что они готовы. Для этого существует и техника, и будет топливо, и мы обговорили, были только что у них. Второй вопрос, который очень важен, стоит перед нашим государством. Как вы слышали, президент Бадр Зурович Гумба подписал программу, государственную программу. Раньше она была ведомственная, сегодня она уже государственная программа о помощи крестьянам. Прошу ознакомиться очень внимательно, посмотреть. Там будут оказываться реальная помощь селам по 1 миллиону рублей на каждое село. Это тоже должно сфокусироваться именно в вашей администрации. Эти средства обязательно должны быть направлены на улучшение жителей сельских территорий. Затем Бисван Перцхелия посетил машинно-технологическую станцию в Гагарском районе. На сегодняшний день здесь 6 тракторов, готовых к работе. Заместитель главы администрации Гагарского района Тимур Цышба подчеркнул, что Абхазия всегда славилась своим сельским хозяйством, а также табаководством и виноградарством. Сразу могу сказать, что касается администрации Гагарского района, мы готовы к взаимодействию во всех отношениях. Мы и до этого всегда были открыты и к диалогу, и к совместной какой-то работе. Потом попозже Карен Рафикович вам скажет, он курирует у нас это направление, что у нас есть свои программы, которые глава района постоянно каждый год устанавливает. У нас там есть свои лимиты на реализацию сельскохозяйственных программ. В завершении рабочего визита Бисван Перцхелия посетил частное хозяйство Адгура Хагуш в Пицунде. Фермер посвятил себя животноводству и трудится без государственной поддержки. Это занятие было передано ему от отца, и теперь он продолжает семейную традицию, полностью отдаваясь своей работе. Мы хотели показать это как пример нашим крестьянско-фермерским хозяйствам, что на самом деле человек может создать такую ферму, может ее обслуживать. Более того, тут созданы около 18 рабочих мест. Это, конечно же, радует нас. Год села – это уникальная возможность для абхазского агропромышленного комплекса выйти на новый уровень развития, отметил Бисван Перцхелия, подводя итоги поездки. Программа обширная. Ранее она еще не была осуществлена. Раньше сумма этих программ составляла от 100 до 150 миллионов максимально. Эта программа в этом году была увеличена практически втрое. В эту сумму входит 232 миллиона рублей. Это помощь сельчанам в виде грантов. 90 миллионов – это субсидии. 50 миллионов на обновление техники МТС, 5 миллионов на автозапчасти. И самое главное, 110 миллионов, хочу вам сказать, что вот как президент в своем выступлении сказал, каждому селу по 1 миллиону рублей. В этом году по решению руководства страны особое внимание уделяется развитию сельских территорий. Эта инициатива направлена на возрождение районов и оказание всесторонней поддержки тем, кто трудится на земле. По поручению президента и правительства крестьянам оказывается существенная материально-техническая помощь. Так, для бесперебойного проведения весенних работ все МТС обеспечены необходимым топливом, что позволит своевременно и в полном объеме подготовить поля к посевной работе. Президент лично контролирует ход весенней кампании. Милана Агарба, Алхаз Псардия, Раму Камки, Абхазское телевидение.
В городе Гал прошли памятные мероприятия и конференция, приуроченные к 120-летию со дня рождения Ильи Векуа, уроженца села Щещелет, академика, внесшего значительный вклад в развитие мировой математической физики и механики. Все подробности в материале наших коллег из Гал Медиа. В преддверии 120-летия со дня рождения выдающегося математика, академика Ильи Несторовича Векуа 21 мая в Гале состоялось памятное мероприятие. Центр народной дипломатии совместно с администрацией Галского района торжественно открыли памятную табличку Ильи Векуа. Церемония открытия и возложения цветов собрала не только почетных гостей, но и учащихся образовательных учреждений района, для которых имя великого ученого – пример преданности науке и своему народу. Рад приветствовать от имени руководства Гальского района наших гостей. Сегодня для города Гал я сказал бы, что это историческая дата. Илья Несторович Векуа – это наш земляк, уроженец села Щещелет. И, к большому сожалению, здесь вот мы проводим районные государственные праздники. И, к сожалению, почему я говорю, наши дети и гости спрашивают, кому посвящен этот памятник. И вот мы решили, администрация и Центр народной дипломатии с их подачи, под их организацией. И хотел бы сегодня открыть табличку вместе с вами, открыть это полотно. Вот, давайте. Вот. В мероприятии приняли участие депутат парламента от Галского района Тимур Шергеля, депутаты районного собрания, советник президента Республики Абхазия Ахра Ашуба, хранитель музейных предметов первой категории Музея истории Новосибирского государственного университета Виктория Выборнова, проректор по международным связям Абхазского государственного университета Максим Гвинджия, представители общественности, педагоги и жители района. Благодарю Центр народной дипломатии за поддержку такой очень важной инициативы, за возможность провести эту ниточку, эту связь между Абхазией и Сибирью, да, между Галским районом и городом Новосибирском, Новосибирским академгородком и, в частности, Новосибирским государственным университетом. Математик с мировым именем, академик, первый ректор Новосибирского государственного университета. Список регалий Ильи Несторовича Векуа можно перечислять долго. Но сегодня его имя громче всего звучит здесь, на его малой родине, в Галском районе. Открытие этой памятной доски не просто дань уважения великому ученому. Это живое напоминание о том, что большая наука и мировое признание могут начинаться в небольшом абхазском селе. И эта табличка теперь ориентир для местной молодежи. Планка заложена на космической высоте. После церемонии возложения цветов состоялось открытие выставки, посвященной жизни и научному наследию Ильи Векуа. Виктория Выборнова подробно рассказала учащимся историю каждой представленной картины и архивного материала, познакомив молодежь с жизненным путем ученого, его вкладом в развитие мировой математической науки и деятельностью в сфере образования. Я сегодня очень рад, что такая презентация прошла. Илья Несторовича Векуа, академика, человека знаменитого, который сделал для физико-математических наук много дел. Я поработал директором Дом-музея академика Ильи Несторовича Векуа 5 лет. Ну, там много что было. К сожалению, сейчас в данное время там ничего нету. И обещают сделать дом-музей здесь, в Гале. Спасибо всем тем инициативной группе, которые вот этот вот презентацию сделал. Продолжением памятного дня стала конференция, прошедшая на сцене районного дома культуры. Со словами приветствия выступили глава администрации Галского района Константин Пилья и советник президента Республики Абхазия Ахра Ашуба. Они подчеркнули важность сохранения памяти о великих деятелях науки и необходимости воспитания молодого поколения на примере таких выдающихся личностей, как Илья Векуа.
Для нас, жителей Гальского района, это имя особенно дорого. Илья Несторович – наш земляк. Он родился и вырос в селе Шешелет, навсегда сохранил связь с родной землей, которая дала миру гения. Илья Несторович был не просто ученым, он был строителем новой науки. Создал всемирно признанную теорию упругих оболочек, которая лежит в основе проектирования сложнейших инженерных конструкций. Он воспитал несколько поколений ученых, создал институты и лаборатории, но при этом всегда оставался человеком простым, доступным и глубоко преданным своему делу. Множество государственных наград и Ленинская премия – это лишь внешние знаки признания его титанического труда. Сегодня, в этот день, мы вспоминаем Илью Несторовича Векова как великого сына нашей земли. Его жизнь – это пример для молодежи. Где бы ты ни родился, пусть и в небольшом селе, но при упорстве и таланте можно достичь мировых высот и прославить свой народ. Особым событием мероприятия стал памятный подарок Галскому району. Хранитель музейных предметов первой категории Музея истории Новосибирского государственного университета Виктория Выборного передала в дар книгу, посвященную Илье Векуа. Издание было вручено главе администрации Галского района Константину Пиле как символ уважения к памяти великого математика и дальнейшего сотрудничества в сфере культуры и образования. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 22 мая, в Абхазии днем местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шаукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.